19 декабря средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,20 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,15 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,85 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляют: 1 доллар США от 10,20-42 до 10,23 сомони, 1 евро от 10,85-11 до 10,99 сомони, 1 российский рубль от 0,15-65 до 0,15-90 сомони. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут примерно на 1%. Рынки оценивают перспективы расширения потребления этого вида сырья в Китае, следует из комментария эксперта. Цена на нефть марки Brent составила $79.71 за баррель, марки WTI $75.15 за баррель. Стоимость золота в понедельник утром поднимается, закрепившись выше $1800 за тройскую унцию. Ослабление доллара к мировым валютам поддерживает котировки драгоценного металла. Таджикистан в ноябре 2022 года экспортировал электроэнергию на сумму свыше $2,1 миллиона, что на $0,8 миллионов больше объема предыдущего месяца. Об этом сообщает Статведомство республики. В целом, за 11 месяцев текущего года поставки таджикского электричества за рубеж осуществлены на сумму более $103 миллиона. Это на 10,2% больше по сравнению с январем-ноябрем 2021 года. Доля электроэнергии в общей сумме экспорта республики в январе-ноябре 2022 года составила 5,2%. Напомним, что Таджикистан в соответствии с заключенными договоренностями поставляет электроэнергию в Афганистан и Узбекистан. Таджикистан и Китай обсудили вопросы привлечения инвестиций, КНР и увеличения перевозок и грузов, сообщает Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан. Обсуждение состоялось 16 декабря в Душанбе в рамках заседания подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Таджикистана и Синьцзянь-Уйгурского района Китая. Встреча проходила под руководством министра экономразвития и торговли Таджикистана, завки Завкизуда и зампредседателя Народного правительства Синьцзянь-Уйгурского автономного района КНР Сун Хунмая. В частности, среди обсужденных вопросов были экспорт товаров из Таджикистана в Синьцзян-Уйгурский автономный район, привлечение китайских инвестиций в страну, расширение торгово-экономического сотрудничества, увеличение перевозки грузов через контрольно-пропускной пункт Душанбе-Кульма, привлечение китайского финансирования для строительства автомобильной дороги Душанбе-Кульма. Собеседники также коснулись вопросов создания совместных промышленных предприятий, особенно в свободно-экономических зонах Таджикистана. Также было отмечено, что двухсторонний товарооборот за 11 месяцев текущего года увеличился на 42,3%, составив $1 миллиард 95 миллионов. Цены на продовольственные товары в Таджикистане выросли в ноябре на 0,9%, на непродовольственные на 0,3%, а платные услуги населению, наоборот, подешевели на 0,1%. Об этом сообщает агентство по статистике при президенте республики. До этого стоимость товаров в течение 3 месяцев снижалась. В целом, за 11 месяцев уходящего года по сравнению с этим же периодом прошлого года уровень инфляции замедлился на 3,5 процентных пункта до 4% с 7,5%. В частности, продовольственные товары с начала этого года подорожали на 5%, непродовольственные товары на 3,3%, платные услуги на 2,5% подорожали. Власти Таджикистана прогнозировали по итогам 2022 года инфляцию на уровне 6%. На таком же уровне прогнозировался рост цен и тарифов в 2021 году, однако по итогам прошлого года инфляция составила 8%. Импортная мука казахстанского производства в Таджикистане после некоторого снижения цен на нее вернула свои позиции. Если на прошлой неделе 50-килограммовый мешок муки казахстанского производства стоил порядка 300 сомони, то теперь стоимость этой муки на некоторых столичных рынках достигла 320 сомони. Такой же мешок муки отечественного производства стоит по-прежнему 280-290 сомони. Ежегодная потребность Таджикистана в пшенице составляет 2 миллиона тонн, из которых около 1 миллиона покрывается за счет внутреннего производства. По данным, за 9 месяцев этого года в республику поступило свыше 38 тысяч тонн муки на сумму более $13,6 миллионов.
ВТБ запустил денежные переводы в Иран по банковским реквизитам в адрес физических и юридических лиц. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации. Мы стали первым банком, кто реализовал международные денежные переводы в Иран, и с учетом укрепления деловых связей, роста экономического сотрудничества и развития туризма ожидаем, что они будут востребованы, сообщил через пресс-службу старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ Денис Вальвачев. Указывается, что новый сервис позволит в течение дня отправить деньги в Иран по банковским реквизитам в адрес физических и юридических лиц. Сегодня клиенты ВТБ могут переводить средства онлайн в 10 стран ближнего зарубежья и регионов Азии. Вальвачев добавил, что в следующем году ВТБ продолжит активно развивать альтернативные расчеты с дружественными странами и планирует удвоить их число.